Американцы любят людей с нестандартным мышлением, и расскажу случай, как однажды я решила проблему, которую нужно было решить. Я работала административным секретарем в одной из администраций штата Флорида. Уже несколько лет, и одной из обязанностей моей работы входило, где я оплачивала счета за сервис другим компаниям и также принимала оплату от других компаний для нашего отдела, для нашего департамента. Ко мне подошел начальник моей начальницы, дал мне счет и попросил разобраться с этой компанией. То есть, чтобы они заплатили свои долги. Похоже, эта компания задолжала и не платила свой долг уже несколько месяцев. Причем это не было моей прямой обязанностью, но начальник моей начальницы, зная, что я нахожу пути решения путем нестандартного мышления, обратился ко мне. Делать было нечего, нужно было решать проблему, и я взялась за работу. Я позвонила в эту компанию и оставила звуковое сообщение по нужному адресату. И также отправила электронное сообщение, что и в звуковом сообщении. Я напомнила, откуда я звоню и что сумму, которую они задолжали, уже пора оплатить. И что уже просроченное время они также должны будут оплачивать дополнительную сумму. Прождав терпеливо 2 дня, я поняла, что меня игнорируют. И таким же образом, как и мою коллегу по работе, которая не смогла добиться оплаты. Но работу дали мне, и мне совсем не хотелось, как говорится, не получить должный результат. И, подумав некоторое время, я позвонила по номеру телефона, который у меня был, но не совсем. Я в этом номере телефона изменила последнюю цифру, то есть, к примеру, если номер был 850-345-50-60, я набрала 850-345-50-61. Я как бы знала, что номера в одной компании, они близки друг с другом, и была уверена, что кто-то все равно мне ответит. И да, на конце провода мне ответили, и я стала разговаривать. Я представилась. Сначала я убедилась, что это та же компания, которая была нужна мне. И мне сказали, что да. Потом я спросила, а в какой отдел я попала? И он сказал, что это IT, то есть отдел информационной технологии. И тут я сказала, что я вообще ищу такого-то человека, и назвала имя. И он попросил подождать, пока искал информацию про этого человека. Нашел ее и спросил, как он сможет помочь мне. И я его тут попросила, а видит ли он супервайзера этого работника? Он сказал, что да. И тут я его попросила написать электронное письмо ей, ее супервайзеру, и мне копию. Дала и свою электронную почту, что, мол, такая-то из штата Флорида, из конкретного департамента, звонила по поводу билла, то есть за счет за такой-то сервис, который должен был оплачен скоро, как только возможно, as soon as possible, как говорят по-английски. И да, еще разговаривая с ним, я получила эту копию письма, где он адресовал письмо этой женщине, ответственной за эти счета, и ее супервайзеру. Вы поверите или нет, через час или, может, через 2 часа я получила по электронной почте уведомление, письмо от нее, от этой женщины, что счет закрыт, оплатой, и все соответствующие бумаги были также прикреплены к этому письму. В общем, как оказалось, это был просто ленивый работник, безответственный, который ленилась сделать свою работу, откладывая эту работу на потом, и при этом игнорировала сначала мою коллегу по работе, а потом и мои звонки и электронные письма. Но письмо, которое послал его коллега, но с другого отдела, решили все очень скоро.
Когда я отчиталась за свою работу начальнику своей начальницы, он долго смеялся и сказал, что он знал, что я со своим нестандартным мышлением приду к разрешению этой проблемы. Благодарю всех за просмотр. Будьте здоровы и счастливы. И до следующего раза. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой YouTube канал, если вы еще не подписались. Поран Илза и дамонда кугу парня палым темдалаш, али лайком шандаш. Тыгак моен YouTube канал шкем возалтын огадалган. Видеом шараза вескана Марта. Тендандыны Эльвира Америка гичлиен.